Тех людей, которые приехали, и срок пересечения границы которых менее 2 недель, 208 человек. И это по состоянию на сегодняшнее утро. Это только жители Якутии. Я не говорю об иностранцах, которые сюда приезжают. Ну, по иностранцам там регламент достаточно жестко и выработан уже. Они сразу помещаются в обсерватор или на изоляцию. Ну, еще раз говорю, по иностранцам, если есть четкий такой уже механизм локализации их, так, и он работает, то по нашим соотечественникам, по россиянам, конечно же, по жителям Якутии есть регламенты именно самоизоляции, и это обязательно нужно соблюдать. У нас, к сожалению, уже сегодня есть случаи, в том числе в близлежащих к городу Якутску районах, когда люди приехали из-за границы, якобы самоизолировались, но почему-то самоизоляцию принимают как отпуск. Так, на работу не ходят, но по магазинам ходят. И вот вчера у нас есть случай, когда женщина слегла с большой температурой, и сейчас она под подозрением, так, она прибыла в страну из-за границы буквально несколько дней назад. Но еще раз говорю, это очень неправильное отношение. Самоизоляция – это именно самоизоляция. Человек не должен из дома, из квартиры выходить. И поэтому просьба и родных, и близких, таких людей, которые прилетают из-за границы, это правильно понимать и добиваться, чтобы человек уходил на самоизоляцию. У нас также, к сожалению, есть один случай подозрения на наличие положительной реакции по анализу как раз у женщины, которая прибыла из-за границы, якутянки из Соединенных Штатов Америки. Но она проявила очень такую, скажем так, высокую ответственность, так все сделала правильно, приехала, сразу же самоизолировалась, сообщила о приезде из страны, у нее взяли анализ. Сейчас там определенные процедуры идут, но так как она ни с кем не контактировала, то абсолютно никаких там угроз того, что она могла эту инфекцию в случае ее обнаружения передать, нету, например. Поэтому в этом случае, коллеги, еще раз говорю, надо понимать, что речь о самоизоляции идет очень серьезно, потому что анализ, который сегодня в стране проводится по свыше чем 300 случаев выявления коронавирусной инфекции, он говорит о том, что абсолютное большинство – это наши сограждане, которые приехали из-за границы, из тех стран, где коронавирусная инфекция сегодня распространена. Поэтому здесь очень важно это все соблюдать. И на самом деле, еще раз говорю, жизнь и родных, и близких, и окружающих этих людей во многом зависит от того, насколько люди эти будут наблюдать этот режим самоизоляции. Также я обратился ко всем работодателям республики, чтобы в обязательном порядке людей, которые приехали и вышли на работу, и которые в течение последних 2 недель были за границей, в обязательном порядке отстраняли от работы и отправляли на режим самоизоляции. Это требование к работодателям. Я надеюсь, что работодатели республики его полностью будут выполнять. Но крупные компании, такие как Алроса, Якутуголь, нефтегазовые компании, они его практически уже все 100% выполняют. И хотелось бы, чтобы до самых маленьких наших предприятий это требование, еще раз говорю, соблюдалось. Коллеги, это вопрос о жизни и здоровье всех якутян. И я надеюсь, что все-таки мы все будем ответственны друг перед другом. В целом, еще раз хочу сказать, что ситуация под контролем, все необходимые мероприятия проводятся, и по мере поступления уже результатов анализов мы, конечно же, будем постоянно информировать. Очень много обращений в мой адрес, почему у нас в стране только одна лаборатория в Новосибирске дает заключение. Это на самом деле неправильно. У нас лаборатория в Новосибирске дает заключение по уже положительным реакциям анализов, которые выявляются здесь на местах. У нас сегодня в Якутске работает 2 лаборатории, оснащенные Роспотребнадзора, которые проводят все эти необходимые анализы. Мы сегодня запускаем также 3-ю лабораторию на базе больницы номер 3. И надеемся, что в ближайшее время, еще до конца недели, еще 4-я лаборатория здесь, в городе Якутске, у нас начнет работать. И, соответственно, мы сможем пропускать уже большее количество людей. Также много вопросов, где можно сдать эти анализы. Люди сами спрашивают, коллеги, здесь торопиться не надо, на анализы надо идти строго по направлению врачей. У нас сегодня уже одних прямых контактеров с зараженными людьми, то есть непосредственно, которые имели контакт, уже несколько сотен. Соответственно, в первую очередь мы обязаны провести анализ всех этих людей, дать заключение, люди больные, не больные, и только после этого уже по подозрению
возможности там, наличия каких-то контактов с контактерами и так далее, вот, можно проводить дальнейшие анализы. Поэтому просьба это понимать, так, и не загружать работников в наших лечебных учреждений вот этими просьбами. К сожалению, и тут и начальники начинают просыпаться, звонить: вот я такой-сякой, я депутат народный, там, хочу сдать анализы, немедленно так вы обязаны у меня взять. Такого не будет, коллеги. Еще раз говорю, медики республики работают по жесткому регламенту, никаких исключений ни для кого не будет. Спасибо. Глава Якутии Айсен Николаев в прямом эфире озвучил последние данные по COVID-19 в республике. Оставайтесь на нашем канале.